Надо, чтобы ходил в сторону Московского рынка. Светлана Ярулина – постоянный пассажир 63-го маршрута. Каждый день возит внучку до учебы, и ждать свой автобус приходится по 40 минут, говорит она. Сначала мы на 63-м, а потом пересаживаемся. Получается 2 транспорта. Мы сейчас стараемся, раз автобус Булагач, мы идем пешком. Если пассажиры сетуют на нехватку рейсов, сами водители на тяжелый график. У нас где-то 14-15 часов рабочей смены длится. Тяжелая работа и план высокий. У меня план 12 тысяч в день. Сегодня у казанских перевозчиков серьезный кадровый дефицит. Об этом рассказали в Ассоциации автотранспортных предприятий. К примеру, в ПТБ-4 работает 420 водителей, нужно еще 100. Автобусы есть, но водить их некому. Только на этом автотранспортном предприятии ежедневно из-за нехватки водителей простаивает до 25 единиц. Потенциальные водители не идут, потому что их пугает тяжелый график и низкая зарплата, говорят перевозчики. В сентябре месяце средняя зарплата водителя составила 57 тысяч рублей, зарплата кондуктора 31 тысяча рублей. Сегодня нет финансовой возможности, чтобы поднять заработную плату. Все перевозчики находятся в больших долгах. 500 человек. Именно столько не хватает водителей общественного транспорта компаниям столицы. Как считают перевозчики, в следующем году проблему кадрового голода обострит федеральный закон. Как сейчас устроена работа? Водитель выезжает в 5 утра и приезжает обратно в 10-11 вечера с перерывом на обед. На следующий день он отдыхает. Когда вступит в силу новое постановление, такой график работы уже будет считаться нарушением законодательства. Ведь согласно закону все автобусы должны оборудовать тахографами. Если сейчас водители перерабатывают, по новым нормативам в течение дня должны будут работать как минимум 2 водителей, не больше 8 часов. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.